Кто такой? Так, у меня какие-то проблемы с интернетом опять начались. Так, где это? А, вот. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сейчас 21 час 02 минуты по Берлину и 22 часа 02 минуты по Джохару, 16 сентября 2022 года. Друзья, приветствую вас. Так, Ильгар, Дени, РР, Ибрагим, Чуваш. Ва алейкум ассалам. И всех я вас приветствую, друзья. Леди О'Иовель, Маш Чуваш О'Иовель. Так, друзья, сегодня наша тема, которую я наш стрим назвал, является третья античеченская война России, которую Россия развязала. Две она уже развязала и развязывает третий геноцид чеченской нации. Файтер, витаю, шалом. И об этом я хотел бы поговорить. Сегодня я поговорю об этом на русском языке, завтра я постараюсь поговорить на чеченском языке, пригласить Хусейна Исханова. И в воскресенье тоже. Теперь до 1 октября я буду обсуждать эту тему, мне это важно. Я прошу всех присоединяться к этому. И давайте попробуем выработать план действий, дорожную карту, для того, чтобы максимально предотвратить те вероятные, да, этого еще не произошло, сейчас только они объявили о призыве, осеннем призыве молодых людей от 18 до 27 лет, но на самом деле это очередная уловка, и в документе, который подписал так называемый глава так называемой Федерации Российской Рамзан Кадыров, где там они говорят, что создаются новые призывные комиссии, так называемые, опять же, резервные призывные комиссии, и главный состав резервной призывной комиссии Чеченской Республики, это самые главные, которые будут. Вот эти люди являются теми, и это не только этот сигнал говорит о том, у нас, я и ранее говорил, и мы предполагали, что, вероятно, русские террористы начнут массовую мобилизацию, насильственную мобилизацию для отправки чеченцев на фронт. И мы должны всячески просветить наш народ. Первое, что я отдельно еще видео сделаю по этому поводу, это тема номер 1 для любого чеченца. Должна быть на сегодня. Первое, отдельно еще сделаю видео. И первое, что я могу сказать чеченцам, да и всем остальным, кто проживает в тюрьме народов, это избежать, сделать все возможное для того, чтобы откосить от этой насильственной мобилизации. Преступную, бессмысленную войну, в которую ввергает Путин с Патрушевым и террористическая банда ФСБ и ГРУ. Их понты, их величие мнимое, которым они собирались запугать весь мир, в частности Украину, их понты потерпели фиаско.
И теперь для того, чтобы они остались живы и на свободе, им нужно отправить простых людей. Именно об этом мы говорили. Чеченская республика Ичкерия временно оккупированная, и для чеченцев, об этом я буду подробно и далее говорить, и в других своих видео и стримах, для того, чтобы вы понимали, Чеченская республика Ичкерия оккупирована. И именно наша государственность, именно признание того, что мы оккупированы, это важно для того, чтобы у нас был другой юридический статус. И нам независимое государство нужно не ради независимого государства, а ради защиты наших прав. Только имея свое государство и руководители, избранные нашим народом, могут в полной мере защищать наши интересы как внутри государства, так и за пределами. Русские же террористы в 1944 году, в 1941 году, точнее еще раньше, в 1939 году, развязав с Гитлером вместе Вторую мировую войну, 2 года вместе завоевывая чужие земли, в частности Польшу и другие, и после этого, рассорившись, начали между собой войну. И вот на эту страшную, бессмысленную, с одной стороны Гитлер, который нес бред про нацизм, о какой-то великой арийской расе, нации и так далее, и другой террорист, который похуже даже был, чем Гитлер, тоже нес бред про какого-то советского человека, про какой-то коммунизм и так далее, в который сами они в конце и не верили. В 1941 году насильно были забраны. Мой двоюродный дедушка, 18-летний пацан, был расстрелян НКВД за то, что отказался идти на войну. И сейчас, через 80 лет, начинается новая насильственная мобилизация. Через 3 года после войны, когда чеченцы находились на фронте, сражались, гибли, их женщины, дети и старики все до единого были высланы со своих земель. И именно это по плану русских, скорее всего, ждет нас в случае вот этой всеобщей мобилизации и в случае, если Россия победит в этой войне. Россия собирается победить в этой войне. Россия собирается как минимум сделать эту войну сакральной. Сакральность в русском понимании, имперском понимании, это как можно больше убитых людей. Вот с такой сатанистской страной нам предлагают жить вместе. И любая тварь, любая скотина, которая посчитает, что мы являемся частью фашистской России, не имея никаких юридических на это оснований, будет рассматриваться мной лично именно как тварью и скотиной, которая призывает нас жить в составе сатаны, которая не считается ни с жизнями, ни с правами, ни с правом на жизнь, ни с другими правами чеченцев, которых нам всячески отказывают. И теперь нас, граждан Чеченской республики Ичкерия, временно оккупированной фашистской Россией, пытаются отправить, мобилизовать на войну против абсолютно нам невраждебной страны, невраждебной, даже можно сказать дружественной. Сейчас уже, раньше эта страна не была нам дружественной, она была такая же враждебная, почти такая же враждебная, как сама Россия. Украинцы принимали участие в войне против чеченцев, бомбили чеченцев. Самый известный украинец, это выходец с Донбасса, с Донецка, Юрий Буданов, который стал самым известным. Но сегодня эта часть этого общества, украинского общества, взяла курс на независимость, свободу, суверенитет от фашистской России. И теперь они являются нашими естественными союзниками. И они также борются за свободу, как боремся мы. Боролись и продолжаем бороться.
Я напоминаю, в 1999 году президент Аслан Масхадов ввел военное положение, и в соответствии с этим указом на сегодняшний день действует военное положение. Все, кто будет утверждать, что нет никакого военного положения и так далее, те пытаются договориться с фашистской Россией. И имейте в виду, а такие уже появляются, товарищи. Войны, боевых действий как таковых нет, но военное положение никто не отменял, и военное положение действует на сегодняшний день. В 1944 году нам под видом депортации, под видом переселения с одной части Советского Союза в другую часть Советского Союза, без сопровождения наших мужчин, молодых ребят, стариков, женщин, детей, вот их всех отправили на верную смерть. Это называлось депортацией, как назывался там в Украине голодомор, там каким-то кризисом экономическим там и так далее, и так далее. Точно так же, как и обычно, сейчас все прекрасно понимают, сейчас уже не надо нам сильно прикладывать усилия, чтобы нам поверили и поняли, о чем мы говорим, как это было несколько лет буквально назад, когда нас не понимали. Все, что они делают под прикрытием каким-нибудь правовым, юридическим действием совершают свое самое гнусное преступление. Например, тот же как голодомор, та же депортация. Это никакая не депортация, это самый настоящий геноцид. Я это называю Холокост 44, когда были просто люди уничтожены только по пути до места их назначения, куда их отправили. 3 недели в самые холодные земли фашистской России были отправлены чеченцы, кого могли убивали на месте, кого могли загружали и отправляли на поезде. И после того, как туда доезжали, на 10 семей давалась одна лопата, и вокруг по периметру становились солдаты, и люди должны были вот в таком состоянии находиться. Люди гибли первые 2-3 года просто массово. Была массово просто чеченцы вымирали, чеченцы, ингуши. И в итоге вот все это время на них натравливались разные бандиты, криминал, который полно кружился вот в этих землях, где было очень много тюрем, зон. И эти люди убивали чеченцев, грабили и все, что только могли, делали. Чеченцы 10 лет не имели возможности получить даже документ. В Советском Союзе мы не имели даже документ. И не могли из одного населенного пункта отправиться в другой населенный пункт, чтобы повидать, узнать, есть ли там родственник там, и так далее, или увидеться с родственником, которые знают, что там есть. Это могла быть мать, это мог быть отец, брат, сестра и так далее. Когда Берию спросили, что вы делаете, вы как бы совершаете геноцид чеченского, ингушских народов. Берия сказал, депортация народов Советского Союза является внутренним делом Советского Союза. С тех пор Запад подло, лицемерно, иногда преступно соглашался с этой формулировкой, но мы сейчас не согласны. И я сейчас объясню почему. Сегодня, если любой чеченец, который окажется в рядах оккупационной армии на территории Украины, если он представится не добровольцем, которого отправили, надо понимать, вот сейчас, которые люди едут за деньги, это совсем другая категория людей. Это люди, которые являются по факту собой не имеющие никаких моральных принципов, которые идут воевать против тех, кем вчера были сами чеченцы. Значит, те, кто борется за свою свободу. Причем эти так называемые чеченцы идут воевать против украинцев с теми, кто вчера их лишал этой свободы, убивал, унижал, насиловал, грабил, делал все, что возможно. И сейчас мы видим в Украине. В Украине это еще не так
все делается, потому что Украина еще не вся занята, мир наблюдает там и так далее. Несмотря на это, вы видите, что они творят. Но несмотря на это, вы видите, что они творят. А то, что они творили в Чеченской Республике Ичкерия, это было внутренним делом. И так признал мир. Лицемерные, еще раз говорю, подлые, иногда коварные, преступные, коррупционные западный мир, к большому сожалению. Но мир, жизнь на этом не заканчивается. Чеченский народ живее всех живых. И сейчас он может попасть в новую беду. Находясь в заложниках, сейчас нас могут мобилизовать. Для этого я предлагаю, еще раз напоминаю, что мы должны разработать план действий, как нам нужно будет себя вести. План действий сразу же после 1 октября я его озвучу, как мы его согласуем, подготовимся. Но вкратце могу сказать, что первое, что должны сделать чеченцы, это ни в коем случае сделать все возможное, чтобы избежать этой мобилизации. Так как после того, как вас отправят на эту войну, я это по-чеченски, основчу махта дюйцердуар, ну, тарана рэскри махта стрим, таран дедолдел, рэскри махта дюйцердуар. Сделать все возможное. От 18 лет до 60 лет мужчины призываются. Если мы граждане Чеченской Республики Ичкерия, а мы таковыми являемся, и если мы признаем, каждый из вас, кого будут мобилизовать, признает себя гражданином Ичкерии, не обязательно, точнее, этого вообще не нужно говорить русским террористам, которые вас пытаются забрать, но в голове вы должны понимать, в случае, если вы окажетесь на войне в Украине и перейдете на сторону Украины, то вы защищены международными Женевскими конвенциями. В частности, 4-й Женевской конвенцией, в частности, статьей 51, которая запрещает принуждение к службе в вооруженных или вспомогательных силах и пропаганду добровольного участия в войне на стороне страны-оккупанта. То есть, то, что делает фашистская Россия, платя 150, 200 или 300 тысяч рублей кадыровцам и другим чеченоговорящим, которые идут воевать против Украины, то вот эта пропаганда, она тоже запрещена, если мы являемся гражданами Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому мы должны все понимать, и вы должны понимать, Чеченская Республика Ичкерия, наше государство, это ваше спасение, ваш спасительный круг в случае, если вы окажетесь на войне в Украине. Ну и опять же, самое главное, сделать все возможное, чтобы избежать. Чтобы избежать попасть под эту мобилизацию, также я призываю не пускать и 18-летних, и 19-летних, которые сейчас в осеннем призыве 1 октября должны будут призываться, сделать все возможное, чтобы избежать, и это должно носить массовый характер. Если, давайте по порядку. Первое, что я полагаю может произойти, уже информация поступает, со всей России свозятся ФСБшники чеченской национальности и другие, и кавказской национальности. Они все возвращаются на Кавказ, и они вместе будут заниматься мобилизацией. Эта информация у нас имеется. Также у нас имеется другая достоверная информация о том, что будет проводиться мобилизация. Об этом я еще и ранее говорил, которые я не буду сейчас источники называть, но вот есть достоверная информация, что будет мобилизация. Затем на днях, завтра, скорее всего, или послезавтра, на днях должен выступить террорист Шойгу, который, скорее всего, объявит о всеобщей мобилизации и объявит войну. Так как сейчас в Украине происходит специальная военная операция, так называемая, и для того, чтобы мобилизовать народ фашистской России, нужно юридически объявить войну. Как только Россия перейдет на военное положение, автоматически будет отменен
мораторий на смертную казнь. Это значит, смертная казнь в России существует, чтобы вы понимали, она не отменена, просто временно приостановлена. Так называемый мораторий. Об этом я тоже неоднократно рассказывал, как это было сделано после Первой русско-чеченской войны. То есть гуманизм для русских был сделан благодаря чеченцам, благодаря гуманному соблюдением всех правил ведения обычаев, правил ведения войны со стороны чеченцев, и чеченцы выглядели гуманными на фоне фашистской России. И чтобы на Западе понравиться, после окончания Первой русско-чеченской войны Борис Ельцин, так называемый президент так называемой Российской Федерации, ввел мораторий на смертную казнь. И сейчас мораторий на смертную казнь, вероятно, если будет всеобщая мобилизация и введение военного положения в России, будет мораторий отменен. Мораторий на смертную казнь. Это значит, что в течение 3 суток вас могут расстрелять. В случае, если вы отказываетесь служить фашистской России, вас могут расстрелять. Как это было с моим двоюродным дедушкой, которого расстреляли за то, что он отказался и сказал, что немцы ему ничего лично не сделали. Немцы лично и украинцы лично нам ничего не сделали. Поэтому мы должны понимать, что это не наша война, в которой участие принимать мы категорически не должны. Ненасильственно это должно происходить, это должны быть митинги, это должно быть не сопротивление, имеется в виду физическое сопротивление. Все сотрудники российских силовых, так называемых силовых структур во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, чеченской национальности, конечно же, я к ним тоже обращаюсь, я, конечно, не вижу смысла, что эти люди, убийцы своего же народа, принесут пользу и спасут чеченский народ. Но я обращаюсь на всякий случай и к ним, чтобы потом не сказали, что к ним не обращался. Вот вы все отправляете, вы сейчас будете задействованы для того, чтобы сейчас нагоняются, видимо, еще войска НКВДшные, КГБшные, ФСБшные в Чеченскую Республику. И сейчас вы будете, скорее всего, помогать для этой мобилизации. После того, как все мужчины уедут, уедете и вы вслед за ними. Как это было в 1944 году. Те люди, которые помогали нас депортировать, они тоже были высланы. Ни одного чеченца, даже того, кто им помогал, они не оставили на этой территории. Их отправили дальше туда, умирать. Да, у них были лучшие положения, они ехали позже, не со всеми чеченцами. Да, они в дороге от холода не гибли массово и вообще не гибли. Когда доезжали, они получали рабочие места. И когда мы вернулись, нас уже внутри здесь, в Чеченской Республике, ждали так называемые чеченоговорящие, которые тоже как бы прикидывались чеченцами и вливались в наше чеченское общество. Вот эти все люди, начиная от резервных призывных комиссий, обычных призывных комиссий, а также руководители обеспечивающие, руководители медицинских организаций Чеченской Республики и сотрудники, обеспечивающие медицинское обследование насильственно мобилизуемых, а также религиозные деятели, одобряющие и пропагандирующие мобилизацию, наравне с силовиками, так называемыми коллаборантами, предателями, будут нести ответственность. Я лично беру на себя ответственность, беру на себя вот эту заботу, чтобы узнать имя каждого из вас, как из резервной этой комиссии, призывной комиссии, так и основных резервных комиссий. Также я прошу вас, тех чеченцев, которые находятся дома, прислать мне все списки всех районов
фамилии, имена этих людей. Я это опубликую. У меня есть сайт hrichkeria.com, на котором я буду размещать эту информацию и всех причастных к этому новому вероятному геноциду, который готовит фашистская Россия. Друзья, я жду от вас, во-первых, информацию, и, во-вторых, плана действий, ваших предложений, как мы должны действовать в той или иной ситуации. Ситуация очень критичная, я вам обещал рассказывать только хорошие новости, но вот сегодня, к сожалению, я вынужден рассказывать не очень хорошие новости. Так, друзья, перехожу к вашим комментариям и давайте обсудим это все. Так. Про государство Аслан прав на 100%. Файтер. Так, слава Вильна Ичкерия, Джохар Дудаев наш герой. Героям слава. Я буду в деревне прятаться от мобилизации. Чуваш говорит. Чуваш, да, мне вот важно, чтобы сейчас мы это обсудили, и у меня, и у вас, у всех, и всех, кто нас посмотрит, возник план, как мы можем помочь. Физически мы никак не можем помочь, мы только можем способствовать, организовать этих людей. К большому сожалению, здесь нету без человека с непререкаемым авторитетом, который мог бы давать команды и давать распоряжения, которые бы люди выполняли. Но я хочу напомнить одну вещь. Первое, что нужно сделать, я эти номера телефонов укажу под этим стримом и буду везде указывать под своими стримами и везде и в Фейсбуке и так далее. Это телефон, куда можно позвонить, это в случае, если человек будет сдаваться. Это плюс 38, номер Украины, 066 580 34 98, плюс 38 093 119 29 84. Вот эти номера вы должны помнить на память, наизусть, а также вы можете всегда связаться со мной. Под каждым моим видео находится e-mail, и прошу, чтобы, конечно, не смайла.ру мне писали. Но также вы можете писать мне и сюда. И самое удобное для общения это Facebook. Вы можете мне писать личное сообщение в Facebook, где я всегда увижу это сообщение и смогу в случае необходимости, своей возможности вам помочь. Давайте составлять план. Конечно же, самое лучшее это полный саботаж и попытаться скрыться, чтобы вас просто-напросто не нашли. И также еще раз напоминаю, все вот эти товарищи из медицинских учреждений и призывных комиссий, вы все несете ответственность за это. Вы все. Вы прекрасно знаете, к чему это приведет и к чему это идет. Это колоссальные жертвы чеченского народа будут. Это сотни тысяч погибших будет. И одновременно с этим это будет депортация и всех подхолопных, родственников подхолопных, потому что и подхолопные, и обычные чеченцы все будут на фронте. Подхолопные и их родственники, и наши родственники все могут пострадать, потому что останутся абсолютно беззащитными. Так, друзья, слава Украине, слава героям. Героям слава. Так, розкажіть, будь ласка, больше про участь громадян Украины на стороне Русни против Ичкерии. Сайз. Я в следующий раз обязательно подробно расскажу. Это засекреченная информация. Я знаю, что СБУ принимала участие. Ваш тот сбежавший в Россию главарь СБУ. Это КГБ УССР, все потомственные гибнюки, это такая каста, принимали они участие, принимали летчики, об этом говорил Джохар Дудаев,
также и с грузинской стороны, с грузинских аэропортов взлетали самолеты, нас бомбили. Это большая тема, которую нужно будет более подробно развернуто рассказывать. Но, к большому сожалению, кроме 12 или 13 бойцов Сашка Белого, Александра Беркута, их товарищей, намного больше принимало участие против чеченцев, украинцев против чеченцев. И это не секрет. Так, салам всем свободным людям. Салам, Эд, салам. Там можно сдаться. Главное, чтобы украинцы поверили. Да, но это не так легко. Это не так легко. Нелегко это потому, что насильственно мобилизованы, их будут просто гнать как мясо вперед. У них не будет ни телефонов, у них не будет ничего. Но к этому мы придем. Когда эта мобилизация, если она произойдет, если это произойдет, то у нас есть уже наработки, план действий, как мы будем действовать. И я думаю, это будет супер просто, как мы сможем нанести вред фашистской России, максимально спасая наших людей. Да, Алмула, да, Алмула. Так, зэков начали вербовать. Да, зэков давно вербуют. Призываю всех поддержать основу. Дуже дякую, Эд. Тода раба. Так, дякую вам, братья чеченці, за вашу підтримку України. Альона, дуже дякую и вам. Думаю, Кремль не осмелится объявить всеобщую мобилизацию. Русский бунт бессмысленный, беспощадный может вспыхнуть. Но не знаю, Нохчи, не знаю, посмотрим. Обратите внимание, как правильно и по факту говорит Аслан. В его словах нет воды, все по делу и правильно. Вот такой, как Аслан, должен быть президентом. Так, Эд, дуже дякую тебе. Но ты мне друг, а не враг, чтобы мне такие советы давать. Так, Саламаш, Ломасарга. Не мне, а людям такое советы. Так, Мамедов не потянет он президентство. Чеченцы всегда лидера выбирали из воинов. Да, ночью, дальнобой. Выберем из воинов. Тойзен, даешь... Так, Тойзен, ты тоже мне, да, уже? Не за меня делал. Дальнобойщик, почему это у нас время войны? Тогда нужны были из воина, а теперь нам нужны юристы-патриоты. Так, друзья, давайте мы будем говорить не обо мне. Так, всем спасибо. Главное, то, что вы мне верите, это хорошо. Для меня это большая честь, что я имею доверие ваше. И я сделаю все возможное, чтобы не подвести никого из вас. Да, Алмула, да, Алмула. Так, ассалам алейкум, ассалам. Только что смотрел видео пленного чеченоговорящего. Да, я тоже сейчас смотрел видео пленного чеченоговорящего. Сейчас я как раз хочу показать вам одно из этих видео. Это видео на странице Хусейна Исханова. Сейчас я вам это видео покажу. Ну вот в машине едут саперы 25-й бригады, взяли пленного чеченца. Сапери працюють, взяли полоненого. Як звати тебе? Киргиз. Киргиз? Так. Ну все, будеш живий, не переживай. Все буде добре. Так, все нормально. Слава Україні! Конечно. 25-ка дешевешечка. Працює. Сапери. Так, я советую чеченцам поступить именно так. Далее, в связи с тем, что Кадыров мобилизует людей, и хочу сказать, что Кадыров не является чеченцем. Я раньше очень сомневался, является ли он не чеченцем. И я не люблю вообще эти разговоры, потому что у меня есть много друзей, говорящих на чеченском, которые не так уж и много, конечно, но у меня есть друзья, и по жизни я общался, встречался
с гражданами Чеченской Республики Ичкерия, не чеченцами, которые говорят на чеченском. Чаще всего они были дагестанцами. И у меня никогда не было с этими людьми никаких проблем. Даже если у меня были личные какие-то проблемы, это наши граждане. И я не люблю эту тему, когда мы говорим, это чисто чеченцы, это не чеченцы и так далее. Но этим мы хотим сказать, что ему не жалко чеченцев. Потому что чеченцев не жалко никому на этой земле, кроме чеченцев. И русские это самые главные враги чеченцев. Фашистская имперская Россия на протяжении 4 веков является самым главным врагом чеченцев. Чеченцев, всего человечного, всего честного, благородного и так далее. И я считаю, теперь я в этом убежден, и я это говорю в обиду других наших граждан, не чеченцев, что Кадыров является не чеченцем. Кадыров является самым настоящим казаком или так называемым русским, не помнящим своего родства. Это люди, которые нам были засланы и находятся среди нас. Поэтому больше отныне, сегодняшнего дня, я не буду называть Кадырова чеченцем, а называть его буду русским или Мюжги. Мюжги Кадыров я его буду называть. Потому что он не является чеченцем. Этот человек не только не жалеет чеченский народ, не только убивает там отдельных представителей в борьбе за власть, там, за деньги и так далее. Этот человек открыто, прямо предлагает Путину бросить чеченский народ в жернова этой войны для того, чтобы украинцы не сильно обиделись на русских, потому что это два якобы тупому Кадырову почему-то кажется, что они братья. Украинцы так не думают на самом деле. Поэтому на Кадырова США ввели очередные санкции. Вчера, об этом нам сообщает Deutsche Welle, что в черный список США за войну в Украине внесены 22 человека, в том числе глава Чечни Кадыров, его 3 жены и 3 взрослые дочери. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за войны России против Украины. В черный список в четверг, 15 сентября, внесены 22 человека и 2 организации, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров и его ближайшие родственники. Главы сообщается на сайте Министерства финансов США. Кадыров накопил огромное состояние благодаря своим близким отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди расточительных причуд Кадырова Дом Объединенных Арабских Эмиратов, частный зоопарк, дорогие личные автомобили и щедрый фонд пожертвований, указывается в заявлении. Ведомство одновременно отмечает, что Кадыров, среди прочего, мобилизовал чеченцев на войну против Украины, а также, как предполагается, связан со случаями пыток и убийств. Кроме него под санкции попали его жена Медни Фатима и Аминат, взрослые дочери Айшат Карина и Табарик. В черный список также попала диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич», отряд российских неонацистов, участвовавших как в военных действиях в Донбассе в 2014-2015 годах, так и в полномасштабной войне против Украины. То есть вместе с Кадыровым и его семейством в список одновременно американцы внесли отряд российских неонацистов «Русич». Чтобы вы понимали, кто такой Кадыров, к чему я это сейчас говорил. Кадыров является самым настоящим мужиком, русским мужиком, который таковым и останется. Для меня, что бы ни было там, какое бы генетические доказательства мне не представят. Я раньше говорил, что если мне приводить аргументы и доказательства, я отступаю. Здесь я не буду отступать. Чтобы мне кто не привел его 17-го отца из могилы, если меня доставят и приведут, он для меня будет русским. Мюжги Кадыров. Мюжги Кадыров. Я думаю, цена института. Итак, друзья, перехожу к вашим комментариям. Еще я хотел показать еще одно видео. Кадыровцев гонят, кадыровцев, чеченоговорящих, гонят в Украину. Да, уж.
машины, как вы видите, уже не ландкрузеры, а какие-то, по-моему, УАЗики. И чтобы вы понимали, что там происходит, сейчас я вам покажу это видео. Ну у меня здесь на канале все. Я чуть-чуть искал его в Фейсбуке. Я показываю, хочу сообщить, что ответственные также являются не только вот эти военкомы. У меня на странице есть. Я, кстати говоря, зачитаю вам, чтобы это тоже было в видеоформате, который я отдельно еще сделаю отдельное видео. 1 октября 2022 года Россия начинает третью античеченскую войну. После позорных поражений и бегства российской армии с поля боя в Украине, оставляя тяжелую технику и раненых товарищей, начальники из учреждения ФСБ решили насильственными методами отправить на преступную войну граждан временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Справка. В последний раз массовая насильственная мобилизация проводилась в 1941 году. За год до победы над нацизмом, 23 февраля 1944 года, пока чеченские и ингушские мужчины гибли на войне, наши беззащитные женщины, дети и старики были подвергнуты очередному геноциду под видом депортации. Для этого создается внеправовой так называемый резервный состав призывной комиссии Чеченской Республики и резервные составы призывных комиссий муниципальных образований. Русские оккупанты планируют насильственно мобилизовать на войну мужчин 1962 по 2004 годов рождения, то есть до 60 лет, от 18 до 60 лет. Напоминаю, насильственная мобилизация на оккупированных территориях прямо нарушает статью 51.4 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, которая прямо запрещает принуждение к службе в вооруженных или вспомогательных силах и пропаганду добровольного участия в войне на стороне страны-оккупанта. Насильственная мобилизация является серьезным нарушением международного гуманитарного права и предполагает персональную уголовную ответственность для причастных лиц. Такими лицами могут являться главарь России Путин и Патрушев, а также Шойгу и его банда, главарь УФСБ по Чеченской Республике Игорь Кочнев и его банда, гауляйтер Рамзан Кадыров и его банда, весь состав основных и резервных призывных комиссий, руководители медицинских организаций Чеченской Республики и сотрудники, обеспечивающие медицинское обследование насильственно мобилизуемых, а также религиозные деятели, одобряющие и пропагандирующие мобилизацию, главарь банды МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов и его заместители, главари и замы районных банд так называемой полиции, главари Росгвардии, а также Алаудинов, Даудов, Демельханов и другие. Призываю всех своих единомышленников начать подготовку дорожной карты, плана по спасению чеченской нации от возможно очередного геноцида. Теперь я вам хочу показать одно видео, в котором 4 чеченцев сидят наспех в вырытом окопе. И судя, я переведу, что они скажут, судя по их разговору, у них не все хорошо. Итак, еще напоминаю, что в Чеченской Республике временно прекратили выплаты социальных пособий на 12-14 дней уже, для того, чтобы те люди, которые живут на пенсиях, на пособиях, которые очень в тяжелом, затруднительном экономическом положении, финансовом положении находятся, вот этих людей вынуждают идти на эту войну. И сейчас им, вот этим насильственно мобилизуемым, им, наверное, не будут платить, но для того, чтобы тот, кто пойдет добровольно, и ему будут платить, и именно для этого это делается. Также ведется обман, стопроцентный обман. Чеченцы, не верьте, что вы будете где-то там сзади находиться, что вы не будете принимать участие. Это все ложь. Что будете принимать участие, что русские войска уходят вперед, а вы сзади что-то зачищаете и так далее. Это было в самом начале.
Сейчас украинцы далеко не уходят. Сейчас идет обратный процесс. Украинцы наступают. Как вы видите, огромное количество. Можете наблюдать. Русским не верьте ни слову. Как вы можете наблюдать, русские бегут, оставляя и технику, и раненых, и так далее, и так далее. Сейчас я вам покажу видео, друзья, и буду комментировать, переводить, что они говорят. Ночью они ничего не делают, он сказал. Но здесь он выражается, что не очень хорошем, сейчас не очень хорошее положение. Умар, слышишь, говорит, тот по рации? Что скажешь? Что сказать? Все будет хорошо. Сказали ему, что его на зачистку вызывают. Ему а тот отвечает, да, мне сказали, на зачистку мы едем в городе, а вот сейчас здесь. Показывая на это, говорит, вот этому вот эта каша не нужна, не нужна была. Да, говорит, она мне не нужна, говорит тот парень, отвечает. Это говорит о том, я специально показал это видео, чтобы вы понимали, что людей обманом, говоря, что они не будут принимать участие там, и так далее. Сейчас ситуация в корне изменилась. Было ясно, что она изменится. Америка, Великобритания, Запад полностью 100% поддержал Украину. Украина однозначно выступила против оккупанта и врага. И я нисколько не сомневался с первых дней, что Украина выстоит и победит. Да, допускал, конечно, 1% от 100, но 99%, что Украина выстоит и победит. Но Россия проиграет в любом случае, даже если проиграет Украина, потому что и Америка, и Великобритания не простят ни Путину, ни вот этой фашистской банде ФСБ тех злодеяний, которые они совершали. Это тоже известный факт. И вот таким вот образом, заманивая, говоря, что ничего сложного, там легко, постреляем, как в сафари, там и так далее. Ну, как обычно, как русских зазывали, и, наверное, и украинцев так зазывали, для того, чтобы как в сафари стрелять чеченцев. Теперь вот эти люди, которых я вам показывал, выступают в роли тех, короче говоря, не очень, подонка выступает. Так, друзья, я перехожу к вашим комментариям. Так, Асан, да. Дальнобойщик. Дальнобойщик. В чем юристы не защитники? Так, друзья. Так, очень коротко. Так. Эд, спасибо, конечно, я твой комментарий читать не буду. Аслан, нет, только реальные воины, которые жертвуют своей кровью и рискуют жизнью. Не, это леди, она говорит так. Аслан доказал про так. Валла, я не понимаю, что у него в голове, то есть как можно стать с рядом Иваном. Кадыров Раскиву. Кадыров Мюжгиву Адам. Мюжгиву. Дальнобойщикам так. Салам машту масарячино, делишь салам машоль машуой. Так. Он сам говорит всегда, он Россия, он пехотинец, да, речь о Кадырове. Да, да, именно так, леди. Да. Кадыров действительно русский мужик, его примитивное оружие это подтверждает. Да, это русский мужик. Мюжге. Хочу предупредить, говорит Эд. Предупредить всех. Сейчас выходят на YouTube
много позитивных видео про Ичкерию. Смотреть можно, комментировать не советую и ставить лайки тоже. Вас могут вычислить и нанести вам вред. Будьте осторожны. Да я после стрима тебе наберу. И мне это интересно, что ты сейчас говоришь о чем-то. Хорошо, если ты свободен. А я сегодня видел ролик на канале так. Глупый смех у парня. Но я думаю, это такой немножко истерический такой, немножко взволнованный смех такой. Нервный смешок такой, я бы это даже назвал. Так, друзья. Так. Друзья, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки. Как мы знаем, после того, как русские террористы получили по шее и разбежались, оставляя море оружия и боеприпасов, а также своих раненых товарищей и нераненых, русские разбомбили сперва в Кривом Роге плотину, дамбу, и затем попробовали еще нанести удар по Херсону. Я вам сейчас покажу эти видео, друзья. Не для слабонервных. Это обстрел Херсона. Нет, не Херсона, подождите, я путаю. Да, это Херсон. Херсон находится под оккупацией, я так понимаю. Их задача как можно больше убить мирных людей, чтобы большим преступлением скрыть предыдущее свое преступление. Военная демократия, военная демократия, нет такого понятия. Военная демократия — это на самом деле диктатура. Нету такого. Это раньше, когда были какие-то войны, если у участников вот этих военных, вооруженных людей было право голоса, это такая примитивная такая демократия. Права есть, как бы, и всегда были. Поэтому такое понятие, как военная демократия, такого не существует. Война и демократия — вещи несовместимые. Где есть военные, там нет демократии. Это факт. Это факт. Я помню, как запомнил слова Гарри Табаха. Он сказал: у нас в армии США нет демократии. Так как для того, чтобы была демократия в США, в армии ее не должно быть. Не решается большинством голосов. Все решается решением одного командира. Аслан, как ты думаешь, после войны и развала Рашки эти люди уйдут от наказания? Кого ты лично имеешь в виду? Я лично думаю, что надо будет каждого отлавливать. Так и будет. Они все будут поданы в розыск. Все, кто примет участие в этой войне против Украины, все эти люди
попадут, да, конечно, не всех посадят, там 100-200 тысяч человек сажать не будут, если в плен не возьмут. А так, одиозные главари, командиры, все понесут ответственность. И я думаю, что мы с украинцами должны объединить наши усилия, потому что украинцы очень много уничтожили русских военных преступников, которые убивали нас в Чечении, и уничтожили их в Украине, за что честь и хвала. Сколько самолетов сбили, сколько вертолетов сбили, это самые главные враги. Я могу сказать, что летчики и вертолетчики, я буду к ним прилагать особые усилия, как только пойдет процесс по расследованию и преследованию этих военных преступников. Ни один летчик и вертолетчик не уйдет от возмездия, справедливого суда, да, Алмула. Так, панический смех, да, Амза, мне тоже кажется такой немножко нервный смешок. Дальнобойщик, наши политики тоже воины, два в одном, но это не значит, что каждый воин политик. Так, вы не говорите обо мне, друзья, это не об этом сейчас будем обсуждать. Мы должны говорить о проблеме, которая возникла, может возникнуть в любой момент с нашим народом. То есть, если ты имеешь в виду чеченоговорящих, конечно, эти тоже люди не уйдут от ответственности. Все, конечно, смотрите, мне задали вопрос, сказали, как будет нести ответственность, там раньше призванные служащие в полицию будут отвечать, а после призванные не будут. Нет, отвечать будут все. Все, кто не оставил это дело и не начал способствовать изменению ситуации, да, если он был там ментом, если он там был там каким-то вертухаем на зоне или там следователем, не имеет значения. Абсолютно. Все люди, которые, будет категория граждан, которые несли определенную работу, вели. Да, это будут учителя, может быть не все учителя, но руководители точно. Это будут все силовые люди, которые подвергнутся люстрации. Все, это наказание. Если не учитывать чеченский менталитет и чеченские особенности, то, конечно же, брат даже за брата или за сына, за отца не несет ответственность человек. Это факт. Но эти люди занимать должны, но это будет обговаривать. Короче говоря, все, кто служил, точно. Служил, помогал, избирательные участки возглавлял, в школах, муллы, и все государственные службы будут подвергнуты люстрации. Они не смогут занимать должность какую-либо государственную. Они могут заниматься бизнесом, если за ними нет других преступлений, если они не повязаны, на их руках нет крови граждан Чеченской Республики Ичкерия, то они отделаются тем, что они получат желтый паспорт Чеченской Республики Ичкерия. А особо одиозные преступники, конечно, они будут преследоваться, и никто не уйдет от ответственности. Так, что на будущее отбить охоту куда-либо ходить воевать, прикрываясь нашим именем народа. Да, именно так, то есть мы наказывать должны не потому, что там мы должны там возместить там кровь, там отомстить и так далее. Нет, это примитивное мышление давным-давно. Да, каждый человек получает удовлетворение, если против него совершено какое-нибудь правонарушение, и это или его родственников совершено там нарушение закона в отношении этих людей, и восстанавливается справедливость. Это особенно чеченцам, это очень важно и нужно. Но главное не месть, главное неотвратимость, принцип неотвратимости наказания является основным признаком по предупреждению будущих преступлений.
То есть, если мы накажем сегодня преступников, то завтра другие подумают, совершать такое преступление или нет. Если же мы этого не сделаем, то абсолютно без зазрения совести следующий сделает то же самое. Поэтому наказание должно быть обязательно для всех. Для всех до единого. Так. Я уже не один год твержу, что Кадыров потомок беглых казаков. Ни внешне, ни внутренне он не похож на чеченца. И вся его жизнедеятельность утверждает это. Да, Хамзат, я теперь согласен с тобой. Я теперь буду его называть только Мюжги. Казак — это настоящим казакам, этническим казакам. Русские казаки не имеют отношения. Да, это русский казак, скорее всего. С нормальным казакам они не имеют отношения. Так, я писал Эдмамедов, я писал про Андрея Курочкина, я имел в виду их репортажи, позитивное видео про Ичкерию. Ты имеешь в виду не ставить лайки и не писать комментарии, чтобы не вычислили? Ты хочешь сказать, Эд, что ты хочешь этим сказать? Что Андрей Курочкин работает на российскую разведку? А ну-ка поподробнее. Аса, ведь Мюжги Рамзан люстрирует и будет люстрировать тех, кто за Россию. Соцакитер Асналорс, что ты имеешь в виду? Рамзан люстрирует и будет люстрировать тех, кто за Россию. Не понял я. Чем больше останется, как чернозем для Украины, тем чище будет наша земля. То есть, на самом деле это не все так однозначно. Не все так однозначно. Да, те, кто идет добровольно, их, если честно, не особо жалко. Конечно, когда их убивают, надо их и похоронить, и все такое. Но тех, кто будут забирать насильно сейчас, это уже наши люди, которых мы должны спасать. Порядочному чеченцу будет просто противно ходить в форме госслужащих РФ, поэтому я согласен, хоть минимальное порицание, даже если нет крови на руках. Да, обязательно. Обязательно. Будет отправлять на войну. Ты имеешь в виду... Ну, люстрация — это запрет. Запрет. Это вычищение. Отправляет на войну он своих подельников, своих соучастников. Своих подельников. К большому сожалению, мы стоим на пороге очень больших изменений. Так, друзья, я перейду на Facebook. Хотел вам кое-что показать, Леон. Так. Кстати, напоминаю, что цены на газ в Европе начали снижаться от 340 уже до 186 долларов опустилась цена. Так что все отлично. Путину нужно как можно дольше продержаться и как можно больше, убив людей, попробовать сделать так, чтобы его банда КГБ, ФСБ сохранилась. Вот что им нужно делать. Так. Чем больше останется, так. Возьмем, к примеру, и того, кого поймали с кличкой Киргиз. Ведь его дома не взяли, так как он поехал в Москву и оттуда в Украину поехал. Возьмем, к примеру,
того, кто поймали с кличкой Киви, его тоже дома не взяли, так он поехал в Москву и оттуда в Украину поехал. Да, есть, конечно, такие люди, такие люди, конечно же, в погоне за деньгами, за славой, готовы убивать, делать все, что угодно. Кубик Рубик, моих родственников, пацанов, которым 18-25 лет, принуждают вступать в полки Ахмат и Росгвардии. Участковые ходят к ним каждый день и грозят лишить их семьи социальной помощи, без которой Ичкерии никак. Кубик Рубик, именно об этом я и говорил. Мне тоже сегодня сказали, что лишают социальных выплат, приостанавливают там и так далее, и так далее. Вы имеете полное право не идти на эту войну. Вы в соответствии с российским законодательством. Более того, я предлагаю спрятаться. Обратись к этим участковым. И что я им скажу, Кубик Рубик? Эти участковые и служащие фашистской России, эти люди абсолютно не слышат. Но им казалось, да, было тяжелое положение, когда мы сражались против оккупантов. И несмотря на это, некоторые перешли на сторону фашистской России, и было понятно, что фашистская Россия побеждает в военном противостоянии, там, в своих спецслужбистских противостояниях и так далее. И тогда можно было как-то понять, почему люди переходят на сторону оккупанта, для того, чтобы, понимая бессмысленность, понимая бесперспективность, не первые, кто переходили, а уже попозже, когда уже начали переходить. Честь и хвала, кто не перешел. А те, кто перешел, можно было как-то что как-нибудь, нет шансов победить или там выиграть. Сейчас же такая же ситуация. Только теперь проигрывает Россия. И она проиграет. Вот та сила, которая была против нас со стороны России, я этим участковым говорю, всем сотрудникам, я по-чеченски это завтра буду еще, послезавтра расскажу. Эти люди, которые перешли на сторону фашистской России, если бы они мне верили, то, что я говорю, да, и если бы эти люди, переходя на сторону фашистской России, спасали свои жизни, теперь же та сила, которая противостоит фашистской России, она в разы больше, в разы, десятки, может быть, сотни раз больше, я имею в виду Америку, Великобританию, чем та сила, которая была против нас, то есть фашистская Россия. Нет шансов у фашистской России. Ни одного просто. Ни одного. С ней играются. Ее потихонечку списывают утиль. Минимизируя свой урон и максимально нанося урон России. Поэтому всем участковым, всем ментам, я понимаю, что вам плевать на чеченский народ. Вам плевать на чеченцев, вам свой карман набить, чтобы у вас были деньги, чтобы у вас было там дом, квартира, машина и так далее. Подумайте о себе. Раньше вы перешли на сторону русских, предав свой народ. Теперь настает время, для того, чтобы выжить и заработать, настает время, когда вам нужно определяться, стоит ли быть с Россией, или стоит ли выполнять на все 100% те команды, которые поступают вам от вышестоящего начальства. Так, ассаламу алейкум ассам, Мирза. Ва алейкум ассалам, Жанат Жунусов. Приветствую, Аллах, Казахстан. Если наш народ не проведет жесткую иллюстрацию, ничего у нас не получится. Абсолютно с тобой согласен. Полная жесткая иллюстрация должна быть. Какой смысл говорить участковым и так далее, если они на эту работу идут, давая большие деньги. Давая большие деньги и выполняют любой приказ, который ставит перед ними их фашистское руководство. Кубик, Рубик, Аллах рейс. Хуй массар нахуй, Кубик, Аллах рейс.
Эдмомедов, не могу утверждать, но есть подозрение, если посмотреть их прошлое и какие и чьи заказы они выполняли. И я призываю смотреть можно, но афишировать себя опасно. Прислушайтесь к умному человеку. Так, Гриша Ёлкин. Вряд ли будет полный распад России. Сам коллективный Запад не даст этого быть. А вот Ичкерия будет суверенным государством. Это наверняка будет. Жанет, это будет 100%. 100% это будет. 100%. Вольф, я тебя только что забанил. Как тебе удалось, Леон? Так. Так, где это я был? Так, опасная страна это Россия, Евразия. Вольф, я тебя вроде бы забанил. Вот ты даешь. Быстро. У тебя их много, видимо, да, этих твоих? Так, Стелла, последняя рубашка не имеет карманов. Das jetzt Hemd hat kein Taschen. Это я те, кто в Чечне карманы при Кадырове набивает. Абсолютно, очень хорошо сказано. Абсолютно. Да? Абсолютно так. Это, видимо, немецкое, да, такое выражение? Да, последняя рубашка не имеет карманов. Очень верно сказано. И вам всем придется отвечать, дорогие мои. Всем, до единого. Если этот геноцид вы нас забросите, есть такие вещи, что там Кадыров, там, что Россия, весь мир от нас отвернулся, что там переходили на сторону, это, конечно, не спасет от иллюстрации, но некоторые слышат, что вот, да, там было вынуждено, чтобы там народ спасти, там и так далее, в какой-то степени это, наверное, и так, в какой-то отчасти, но Кадыров, они не спасали чеченский народ, они спасали себя, помогая русским убивать нас. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Мы можем быть отправлены на войну, а все наши женщины, дети и старики будут отправлены в депортацию. Как в 92-м или 3-м говорил об этом, помните, Джохар Дудаев, в 4-м, в 3-м или во 2-м говорил Джохар Дудаев. И эти люди будут, и чеченоговорящие, будут помогать им это делать. Они убивают нас и будут продолжать это делать. Потому что только уничтожив чеченский народ, у Кадырова, у его банды есть надежда, что месть не придет им со стороны чеченцев. И, кстати говоря, русские нам намекают, что да, чеченцы сами с ним разберутся. Они нам посадили разные Гудковы, такие все умные. Нет, Кадыров будет вашим президентом. И вы будете им гордиться. Мы его вам отправим по почте. И будете им гордиться. Будет у вас самый крутой президент, Леон. Тупой, правда, но вам понравится. Так. Да, пару штук. Ну тогда еще тебе не будет сложно. Я тебя еще раз забаню. Вольф, так как ты здесь занимаешься спамом. Абунео, брат, если ты меня слышишь, салам тебе. Так, Абунео, вычисляете, да, Алибаба? Вычисляете, кто такой Абунео? Тут он кто? Сейчас собирается. Собираются. The last shirt has not pockets. Так, Аслан, у нас просто кошмарная ситуация, и я пытаюсь хоть как-то дать огласку их преступным действиям. Я просто не знаю, что еще мне делать. Я пишу и всем пацаны, которых я на руках качал. Кубик Рубик, давай продолжать. Сейчас начинается пора. Скорее всего,
Сегодня какой-то американский генерал сказал, что к Рождеству Украина одержит победу над фашистской Россией. Нам фактически нужно продержаться 3 месяца, 3-4 месяца. И я очень надеюсь, что, не дожидаясь мобилизации, украинцы пойдут вновь в контрнаступление и так далее. Поэтому давайте собираться, объединяться, кубик Рубик. Давай делать, думать, писать, говорить, подавай идеи. Я готов, открыт. Если это начнется, я буду круглосуточные вести стримы. Все время будет стрим. Кто будет заходить, разговаривать, общаться. Мы перейдем на военное положение. На чрезвычайное положение перейдем. Жена сейчас коллективный Запад особенно беспокоит, чья рука поведет ядерное оружие при распаде России. Ага, Алибаба. Ну понятно. Ладно, ну не надо здесь выяснять. Я еще раз говорю, кто здесь, что здесь. Если, ну, может быть, ты не для этого это пишешь, но не надо здесь выяснять, кто. Я свою позицию четко, ясно сказал. Я не разделяю позицию. Моя цель это деоккупация фашистской России, деоккупация Чеченской Республики Ичкерия и прогнать фашистскую Россию. И, ну и деоккупация фашистской России тоже сама собой произойдет. Но это для меня не главное. Главное, чтобы хотя бы Ичкерию деоккупировать. И привлечение виновных. Остальные вот эти ваххабисты, радикалы и другие, за которыми стоят, торчат уши разных спецслужб, в первую очередь русских спецслужб, они для меня не являются как таковой целью. Да, спецслужбы русские являются моим врагом, они меня сделали врагом. И я не настолько силен, чтобы быть врагом такой мощной системы убийств. Но, к сожалению, не я выбираю врагов, а враг выбрал меня и мой народ. Поэтому, да, это наши враги. И бороться, я это говорил неоднократно, бороться с последствиями, это получается, как, например, агент российских спецслужб Тумсо Абдурахманов и другие такие же чуваки, как он, борются с Кадыровым, тоже получается бороться с ваххабистами, за которыми стоят русские. Надо бороться с русскими. Но получается у русских фашистов доводить людей до состояния и вот этой агентуре, что они выводят из религии, оскорбляют, если ты националист, и еще и много-много чего. Поэтому, конечно же, ответная реакция, она будет. Это то, чего добиваются русские фашисты. Будем наблюдать, будем наблюдать. Так, дал мула, кубик рук, дал мула. Свобода или смерть? Ассаламу алейкум, ассалам. Алейкум ассалам. В случае мобилизации у нас другого варианта нет. Надо выходить массово и всем драться. Да, именно так. Алейкум ассалам, свобода или смерть. И драться я не буду призывать. Я призывал бы драться, если бы я находился бы в Чечне. Отсюда я не буду никого призывать драться, я буду предлагать варианты. Но первое, что я могу, это полный бойкот массовый. Все. Никто не должен соглашаться. Никто. Насильно, если вас будут забирать, никто. Постарайтесь спрятаться. Выехать в Турцию, в Грузию, куда угодно, как угодно. Просто в Россию где-то, если есть возможность спрятаться. Так надо, друзья. Уйти в лес, в конце концов. Так надо, друзья. Так надо. 3 месяца давайте, 4 месяца продержимся. И все наладится. Да, Алмула. Жаль, что он не сказал, что Рождеству Рашка развалится. Да, кстати, он не сказал даже какому Рождеству. Ну, конечно, речь шла о предстоящем. В декабре здесь Рождество празднуется. 3 месяца. До Нового года, я думаю, будет много чего ясно. Так.
Аса, мы уже должны перейти на военное положение. Братья и сестры чеченцы, призываю вас дать максимальную огласку этому делу. Эти дети не должны пасть жертвой очередного геноцида чеченского народа. Да, именно так, именно так. Я слышу, что ингушские молодые парни с Ингушетии, которые стали наемниками, пошли на войну в Украину на стороне путинской России, там гибнут или они там ранены. Да, гибнут, и ингушские тоже у меня и поступает информация, погибшие есть в Ингушетии. Так, брат Аслан, видел видео, Кадырка в плен попал. Да, я только что показывал одно видео. Хамзат Гилай, Аса, я сегодня заметил, у Белакиева перечислил всех защитников Ичкерии, кроме тебя. Да, кстати говоря, раз ты, Хамзат Гилаев, затронул вот эту фамилию, я бы тоже хотел бы узнать, какое отношение имеет, например, батальон шейха Мансура, воюющий в Украине, к друзьям, к товарищам, защитникам Ичкерии, Ингулбаевым. Белакиев у себя на стриме, вот последнем своем чат-стриме каком-то, мне сегодня прислал друг видео, я послушал, в чате, в телеграм-чате они сидят, и там сидят братья Ингулбаевы, или один брат, или братья, об этом Белакиев прямо говорит. Ну хорошо, я не такой защитник, как они. Знаете, если бы я не появился здесь, я не к своей заслуге чего-то говорю, просто я сам ужаснулся того, что я здесь увидел, к большому сожалению. Если бы я не появился бы, нам бы дальше втирали бы, что Ингулбаевы и другие третьи, их бы и не присылали бы на помощь, дальше раскручивать свою позицию. Ахмед Закаев бы изображал бы из себя ичкерийца, верного пути Ичкерии и так далее. Если бы этого не было, они бы эти маски не сбрасывали бы. Сулейман Джамбулатов, который был одним из зачинщиков похода на Дагестан, так называемой спасательной операции, под которую подбили Шамиля Басаева, тоже общается с этими сыночками ФСБ. Я, кстати, хочу вам показать, чтобы не было каких-нибудь вопросов по этому поводу, одну фотографию, скриншот, который я сделал. Город Грозный, друзья. Центр улица Исаева, улица Висаитова, улица Идрисова, пересечение. Посмотрите, МВД России по Чеченской Республике, Верховный суд и управление ФСБ России находятся в одном дворе. Верховный суд, где работал папа. Ну, это, конечно, не нужно даже показывать, просто я сделал скриншот, когда увидел, заходил на карту, искал кое-что и наткнулся вот на Верховный суд и ФСБ. И вот Белакиев, Милуар, Сулейманов, Абдурахмановы, вот эти люди, мне нужно теперь понять, какое отношение вот этот пресс-секретарь, так называемый, я долго наблюдал за этими товарищами и не делал поспешных выводов. Теперь я могу со всей ответственностью сказать, что и Белакиев такой же, как Абдурахманов, как Халитов и как этот Бред Маршо. Все. Эти товарищи, которые являются фактически проводниками русской линии на Кавказе, не являются защитниками. Я больше возвращаться к этому вопросу не буду. Несмотря на то, что я разоблачил, они не выйдут со мной на связь, они не будут доказывать, что они не являются таковыми, потому что у них нечем будет доказать. Но то, что они общаются с людьми, которые нас судили, массово отправляли в тюрьмы, и они с ними общаются, легитимизируют их, выводят их в один социум, в один свою команду.
это многое объясняет, друзья. К большому сожалению, чеченцы, вот такое у нас положение. Но, к счастью, мы разобрались, кто есть кто. И теперь, несмотря ни на что, мы знаем, кто из них есть кто. И именно поэтому появляются такие люди, как антитеррор, которые начинают не просто разбираться, кто прав, кто не прав, а всех под одну гребенку говорить, что дело дойду, что раск мюжги, Бог где шлил, что. Потому что именно через религию нас пытаются вот построить. И вот обратите внимание, вот эти все, которые дружат с тем, кто прослушивал нас, другие два сына, которые сажали, убивали нас, Янгулбаевы, Абдурахманов прослушивал, не знаю, чем занимался Белокиев здесь, и зачем он сейчас в Украине там находится. Немедленно его Украина должна депортировать. Этот человек представляет угрозу для Украины. Если с Янгулбаевыми они вместе собираются с ФСБшниками и начинают, с ФСБ, они не ФСБ, они агенты ФСБ, то есть фигня под ногтей для ФСБ. Вот так они относятся. Это также отнесутся и к Кадырову и так далее. Ну им плевать. Им главное, что вот они сейчас могут копейку заработать. Поэтому эти люди, хорошо, что мы их выявили, хорошо, что они есть. И навеки вечный позор тому, кто предал свою родину и тот путь, ради чего погибло столько лучших сынов и дочерей нашего народа. Позор на 7 поколений этим людям. Дал келюэльшун, дал юаршит дуэшу, дал мулахитам лидершуцу, дал юарш. Так. Так, Халид Халидов, ассаламу алейкум, ассалам. Аслам, витаю, свободные народы объединяются и рашистская гадина сдохнет. Слава Украине, чеченский многословный народ будет свободным, как и украинский. Дуже дякую вас. Вам витаю, Светлана, витаю вас. Хамзат говорит, так это же комплимент с его стороны. Да, то есть это очень хорошо. Они меня пытались пристегнуть к этой. Помните, я вот этот девиз был Чечен Lives Matter. Чеченские жизни имеют значение. Потом меня Кавказ Реалии, извиняюсь, конечно, Кавказ Фекалии его еще называют, финансируется американцами. Кстати говоря, братья Ингулбаевы, Вайфонд Мансур Садулаев, это тоже из этой же оперы. Их тоже финансируют и западные, они там через русских правозащитников научились выбивать, потому что русские так называемые правозащитники, которые таковыми не являются по большей части, очень хорошо присосались разным там американским, западным грантам, фондам и посасывают себе копеечку и таким образом финансируют свою вот эту преступную деятельность. К большому сожалению, на Западе, не имея других кандидатур для общения, для работы, работают с чем имеют. Вот эти люди всячески пытались пристегнуть меня к себе. Им нужно было показать, что вот есть какое-то чеченское вот общество, и они все едины. Нет. Мы, свободные чеченцы, считаем, утверждаем и напоминаем, что все, кто коллаборационирует, вне зависимости, на войне вы это делаете, или в чат, в телеграм-чате с Ингулбаевыми или с Абдурахмановыми, с русской агентурой, вы являетесь коллаборантами, вы совершаете преступление. И вам придется нести за это ответственность. И еще раз, батальону шейху Мансуру, какое отношение вы имеете к Янгулбаеву? Почему ваш пресс-секретарь общается, говорит вместе, участвует с ними в дебатах, в разговорах и так далее, и так далее. Муслим Чеберлоевский попросил не акцентировать все время внимание на Кадырове. Сейчас он может где-то на фронте, может многого не знает. Он, когда туда приехали представитель Бредмаршу, представитель Кронпринц, там чувак какой-то, и вот этот Белокиев, когда они туда приехали, им Муслим Чеберлой сказал, не говорите все время про Кадырова.
все время, чуть-чуть начали про Украину говорить, говорят про Кадырова. Я понимаю, что у вас нет пресс-секретаря и так далее, и так далее. Но этот пресс-секретарь не является вам надежным человеком. Так, и знаете, они паузу взяли и все не говорят обо мне. Им нужно нанести по мне сокрушительный удар, чтобы я не встал. И чтобы победить меня. В случае, если у них не получится нанести этот удар, а у них не получается, они вокруг, как шакалы вокруг меня вот так вьются, вот все фиксируют скриншоты, каждое слово, где-то что-то как-то там пытаются меня к чему-то пристегнуть. Я плевал как на кадыровцев, на русских, на ФСБ и на вас всех, которые мне пытаются что-то сделать. Я вышел не для того, чтобы уступать в принципиальных вопросах в чем-то кому-то. И они всячески меня пытаются замолчать. Вообще ни слова не сказать про меня. Не дай бог там произнести его имя и так далее. Но явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Дал-мула. На этом я свой, друзья, стрим. Вы много комментариев написали. Друзья, давайте пробегусь. Ахмед Закаев, агент КГБ, говорит Чуваш. Я не знаю. Я знаю, что вокруг него очень много людей, которые работают на российскую разведку. Один из них, из его так называемого правительства, которое я не признаю правительством, лично вербовал меня на работу на русскую разведку. Вот как-то так. Янгулбаеву это под-русский. Старший за Шарак, черный флаг ИГИЛ-2. Младший в каждом своем интервью подчеркивает, что Чечня субъект РФ и чеченцы граждане РФ. Да понятно, это понятно. Это они и не скрывают. Леди Аслан, ты до 24 февраля все время топил за Украину. Никого из них за Украину не говорили. А теперь, все они заговорили, и их только украинцы приглашают на ТВ. Их приглашают такие же украинцы, как они, это раз, то есть работающие на КГБ Украинской Советской Социалистической Республики. Это одна сеть, система КГБ. Или же обманутые украинцы, там тоже есть такой момент. Это раз. Во-вторых, им всем, как вы заметили, а тот человек, который мне из правительства Закаева предлагал работать на русскую разведку, он мне говорил, что я должен буду заниматься разведывательной деятельностью против Украины. И именно после этого разговора я дистанцировался от многих украинцев, с которыми даже общался. Чтобы лишний раз не лезть в их кухню. Хотя я, как вы знаете, всегда поддерживал и выехал из России для того, чтобы поддерживать и открыто поддерживать Украину. Поэтому я не знаю, работает Закаев на КГБ или нет, или на кого он еще, он, наверное, на всех будет работать. Но сам факт, что вокруг него такие люди есть. Очень прошу у вас, ради Аллаха, вы в политике давно и лучше знаете эту кухню. Никакой так называемой Исламской республики не допускайте в нашей республике. Мы можем допустить только то, что избрано волеизъявлением чеченского народа. Это демократическая, правовая Чеченская республика Ичкерия. Вот и все. Все, что есть. Есть конституция, есть закон. Я думаю, они не имеют к ним никакого отношения. Просто все они стали притираться к ним, в том числе и принц Флоризель. Маршал Массерга, Вижери, Аслан, витаю всех, друзья. Дейлер салам, маршал хуй. Машуэль, Жахар Дудаев. Эд Мамедов, агентуре, которая сидит здесь и мешает, вас всех ждет суд. И отвечать придется. Поэтому подумайте, что вас ждет. Пока не поздно. Открывайтесь, и ваша судьба может облегчена. Да, Эд, именно так. Чуваш, Кавказ реали, Идель Урал реали и так далее, радио Свобода, ФСБшные помойки. Ну вот, реалии Идель Урал я не смотрю, но Кавказ реали я просто вынужден смотреть,
Ну просто позорище просто. Позорище. Я надеюсь, эту шарашкину контору закроют в конце концов. Я просил американцев не закрывать радиомарши на чеченском языке. И мне кажется, удалось мне добиться своими письмами, своими просьбами, чтобы не закрывали радиомарши на чеченском языке. Но из-за той абсолютно бесполезной работы, которую вели люди с радиомаршем на чеченском языке, радио Свобода на чеченском языке, им запретили вообще что-либо писать. Им можно писать только то, переводить только то, что напишет Кавказ Реалии. Все. Вот до чего они довели просто. Радиомаршу американцы выделяли деньги. Пол Гоббл лично курировал этот вопрос, чтобы нас поддержать. Наш язык исчезающий. И несмотря на это просто взяли, уничтожили. Вот так они нас победили. А мы говорим, американцы плохие. Да, американцы плохие. Они плохие те, кто работает на радиомарше на чеченском языке, который боится сказать правду, который дает слово все время. Тузику давали слово, он тут шариат строит, все. И чеченцы представлялись именно такими. Это делал радиомарш на чеченском языке, это делает Кавказ Реалии. Сейчас они перестали. Потому что уже все поняли, кто такой Тузик, ему уже не дает интервью. Но до конца, как бы мы ни писали, постоянно этих Тузиков и всех его вот этих, его эту джаз-банду, короче, начали рекламировать. Позор просто. А мы потом виним американцев. Да, американцы плохие, вот они. Ну вот что мы делаем. Мы должны выйти и просто этих всех людей просто пофамильно называть и привлекать их ответственность за то, что они занимаются вредительством для чеченского народа. Вот таким образом мы дошли до состояния, когда наш народ оказался уничтожен на 30%, 30% бежали из страны, и оставшиеся находятся полностью в заложниках. Теперь нас могут отправлять и на убой, на бойню, и что угодно с нами делать. Уже практически не осталось никаких сомнений насчет того, что все они из одной ФСБшной лодки. И всех непонимание и противостояние между собой фикция на публику для большей убедительности. Да, абсолютно именно так, Джахар. Они могут быть конфликтовать, они могут друг друга даже ненавидеть, они могут даже не разговаривать, но если поступает команда, так, вам нужно вдвоем начать какую-то, они даже сквозь губу друг с другом начинают дальше работать. Поступила команда Украина, все, они работают на Украину, на тему Украины. Все, Халитов, Белокиева надо выкидывать к чертовой матери из Украины. Я написал сегодня, после того, как я увидел, как он в чат-рулетке общается с этим, сам представляет, здесь у нас находится, как его, Ингулбаев там, или Ингулбаев, он говорит, все, надо возвращаться, ислам. Поживешь опять у себя в Польше, хватит, повоевал, пофотографировался, показал какой ты боец, все, нужно возвращаться. Асан, я не хочу отвлекать тебя от важного насущих для Ичкерии дел, вопроса и действий, но как старшего брата прошу тебя, хотя бы минуту удели вниманию вопросу про принудительную мобилизацию Чечни. Я уделил этот стрим, именно этому посвящен, Кубик Рубик. Я именно этим занимаюсь. Асан, что ты думаешь по поводу Лиги свободных народов? Что это за лига такая? Я не знаю. Халид Халидов. Дал Алшуэль Масу Уэлуэ Халид Эмин. Хамзат так. Да Сидуэла от души Дересу Али Баба. Ас Хайништум Интер Валля просто. Новый никел, что уже, короче, нога. А что-то у нас, уже. Аслан, уже хайру. Аслан, когда они начинают перечислять, то твое имя отражается на их лицах. Дикуду гайшен, вай хилердух.
Асан, твои стримы всегда поднимают настроение и вселяют надежду на светлое будущее. Мильтон Фрейдман. Рад. Кубик Рук. Асан, ведь Саша Сотник тоже приглашает Закая в эфир. А Саша Сотник в свое время поддерживал тебя, когда тебя хотели убить. Да, мы с Сашей дружим. Саша журналист. Саша Сотник журналист. И этому человеку я верю. И это для меня самое важное. А тем более, если это такого высокого уровня профессионализма журналист, это еще очень хорошо. Этот человек всегда был на стороне справедливости и правды. Александр Сотник. И кого он, да, он туда и Гудкова приглашал. Он туда и кто там, вот этот русский националист, который был. Много кого приглашал. Сейчас он этого уже не делает. Но он приглашал, сам факт. Поэтому он приглашал. Может быть, еще пригласит. Но это российский журналист. Да, это наш друг. Он нам естественный союзник. Александр Сотник. Но он не гражданин Чеченской республики Ичкерия. Хотя ему полагалось бы дать это гражданство. И после деоккупации, если он пожелает, я буду поручителем, одним из поручителей. И, если необходимо, ходатайствовать об этом. Но, к сожалению, Саша журналист и иностранный журналист, то есть российский журналист. Так, старший сын русского судьи Ингуба рассказывал на дождике про беспредел власти ЧРИ, сравнивая нашу страну и наше правительство с подрусско-дыровским оккупационным режимом. О чем еще говорить? Джагар, там уже клейма ставить негде. Хаусиш кигуда диез. Ой, и садевала али судхуа. Со уже цетеса вагин хирмовар площади эревех калкуза. Кавказ Реалии, Радио Маршо, Дождь, Медуза и так далее – это одна и та же контора. Было время, когда мы снимали АКБ с мотоцикла, подключали старенькие радио и слушали Радио Маршо. Да, было время. Асан, я горд тем, что ты не в их числе. Меня радует то, что они тебя не называют. Ну вот, Хамзат, они же меня пробовали пристегнуть. Им очень важно, чтобы не было. Ведь вот мы уже вышли за время эфира, но это тема, которую нужно вам донести, чтобы вы поняли, друзья, чтобы вы могли это другим объяснить. Когда меня с Хусейном позвали вот в Польшу на этот экономический форум, ведь тогда со мной генерал КГБ Гудков пытался установить, или ФСБ уже, установить контакт. Потом Лукьянова есть такая. Это дочь того Лукьянова, который при развале Советского Союза там в путче принимал участие. Они все в Европе находятся. Лукьянова находится, например, там в Вильнюсе, у него там какой-то институт. И они хотели с нами наладить отношения. А я говорю, что нам, чеченцам, не нужно никаких контактов с русскими спецслужбами. Никаких контактов. Это наше единственное спасение. И у нас введено военное положение президентом Масхадовым. Любое сотрудничество с русскими спецслужбами или представителями этих спецслужб является коллаборационизмом, является преступлением, которое будет также подпадать под закон люстрации. Эти люди не смогут занимать никакие должности, если они коллаборационировали. В окружении Ахмеда Закаева такие же коллаборанты, которые общаются. Дошло до того, что они уже посчитали, что могут меня склонить, и я буду работать на них. Нет. Они жестоко ошиблись большому их невезению. Вот как-то так, друзья. Так. Асан, я просто видел, как с Курочкиным они на каком-то совещании говорили о тебе, и Саша лично Лэрамс говорил о тебе там. Да? Я не знаю. Может быть, Закай специально говорит немного о шариате, чтобы больше чеченцев его слушали, а затем расскажет правду постепенно, которую могут принять.
Не знаю, мне это вообще не интересно. Закаев не является для меня представителем нашей власти. Кто угодно, Хусейн Исханов, Аят Идигов, кто угодно, но не Ахмед Закаев. И никогда он им не был и не будет для меня. Одно время я был обманут, я поверил Хусейну. И для меня как был авторитет Хусейн, так и остался Хусейн Исханов. Я поверил Хусейну Исханову. Он сказал, что нормальный парень, кияц дуквай, кияц, айдал кина, бацвай, и дуквай, аргумент. Ну хорошо, Хусейн, если он будет предателем, если окажется правда, что про него говорят, что мы будем делать? Нет, если окажется сатирувай. Вот так был разговор. Все. Я сам влез в это, полностью все увидел, и я не маленький, я достаточно образованный человек, и не настолько наивный, как они меня считают, чтобы не разобраться в том, что происходит. Я достаточно разобрался и понял. И идут игры за власть, борьба за власть, заигрывание. Да ну, это такая грязь, которую я никому не советую сюда лезть. Как минимум, дин чур веккан хирвар аслан. Хирвар дин чурам. Дин ашваз вокаркар. Дин чуа боцеш вусва эрокак дин чур. Лечи, Аслан, не нервничай, эти подружки орки не стоят даже плевка твоего. Понял? Дуже дякую, Лечи. Я заметил, что тебя и Сашу Сотника игнорируют украинские СМИ. Это очень странно. Почему так? Знаете, в Украине очень большой вес имеет у КГБ, у СССР. И этим все сказано. Этим все сказано. Там, ну, я сейчас полагаю, что ситуация будет меняться, но это не быстро. Спецслужбы это такая система, такой орган контроля власти, контроля обществом, в котором должны служить настоящие, честные, искренние патриоты, и которых взрастить, вырастить, поставить его в строй нужно, ну может быть, может, есть не десятки, но то очень много лет для этого нужно. Поэтому это очень сложная система, которую придется как-то менять. Так, и Леча Дадаш, я вижу твой это, нервничай. Да я не нервничаю, просто док и Дизель. Так, Аслан, я так, и Баду Аслан, сожгли бы дотла, еще с пеплом боролись бы. Да, на самом деле для них я представляю такую угрозу. Для всех их я представляю угрозу, потому что не принадлежу к их банде, и поэтому вот такая вот у нас ситуация. Я могу все выводить, поэтому меня нет. Но вся проблема в том, что я есть, и я не один такой. И в любом случае, сегодня, благодаря интернету, все, что я говорю, остается. И останется. И изменить историю, стать героями чеченского народа у них не получится. Да, может быть, им получится стать во главе государства, стать там какими-нибудь там чиновниками и так далее. Хотя на свободных выборах, конечно же, нету никаких шансов ни у Закаева, ни у вот этой всей джаз-бандой. Но даже если они дорвались бы до этого, есть мы, которые мы уже сказали, кто они и что они являются. Поэтому я думаю, эти люди не будут гордостью чеченского народа. Этого мне достаточно. Власть, деньги, это пускай, если они так за это хотят, зарабатывают. Но уважения и чести им не будет. Мандухум далурдар хоцая цахилит. Но они работают над этим, понимаете? Тут не так все просто. Не так все просто. Они работают, они бы сделали бы все возможное,
чтобы меня не стало. Но, увы и ах, я не только есть, я представляю искренне, стараюсь это делать, искренние интересы чеченского народа. Да, Аллах, у нас все получится, я в этом нисколько не сомневаюсь. Вся проблема в том, что мэш нохчу ала дерук далмула, что мэш ухилу, мюшк стане цаюк меткахиряц. Обращаюсь еще раз, закрывая, еще раз до завершения эфира обращаюсь ко всем братьям и сестрам со всего мира. Аллаху, Бог кубик Рубику. Помогите нашему народу не попасть в ряды и моим родственникам не попасть в эту мобилизацию. Да, Аллах, мы будем говорить, Кубик, Рубик и все остальные. Мы будем до конца, если этот призыв до 1 октября и после 1 октября, если будет, объявляем мобилизацию и будем бороться до конца за права каждого чеченца. Каждого гражданина Чеченской Республики Ичкерия, не только чеченцев, всех граждан Чеченской Республики Ичкерия. И я потом, если произойдет мобилизация и так далее, буду и делать и оповещения, специальные памятки будем писать и распространять. Уже есть мысли, уже есть план, будем обговаривать, думать. Жду от вас тоже помощи, друзья. Все мы должны будем принять участие, чтобы избежать геноцид, третий геноцид нашего народа. Руслан Забиров, ДРС Хуйнон. Да, я не остановлюсь, если вы будете помогать мне искренне и честно, как я стараюсь это делать для вас, для нас всех я это делаю, не для вас, для нас, для себя в том числе я это делаю. Мегарду дал мула хамзат. Аслан борсан латла тхадуя. Хом безмалдох кумдат сон. Дерез хул кубик, дерез хул ишдешнаш элен. Дал мула сайдалук дешву дираду. Дал мула окнет я март хирмоват сайх оман. Дал мула хута чех куирмау. Дал ниц лойл куин масарна. Дабаганчан дал газот кобал дуэля. Тигур дол война. Амин. Аллаху Акбар. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. До скорых встреч.